сделать урок интересным и увлекательным? Пожалуй, это самый распространенный вопрос среди преподавателей. Цветные картинки для изучения алфавита, стихи о таблице умножения, чего только не придумывали учителя, чтобы заинтересовать ребят учебой. Сегодня на помощь пришли новые технологии, точнее новые образовательные стандарты, а с ними и технологии. Метапредметное обучение сегодня – это уже не новомодное слово, а термин, который знаком каждому педагогу. Это тот самый ключик, который способен превратить стандартный школьный урок в нечто интересное и увлекательное. Но не будем углубляться в теорию. На практике это выглядит так. На первый взгляд, обычный урок рисования в начальной школе. Но не все так просто. Сначала школьники рисуют, а потом начинается волшебство обучения 21 века. Ребята открывают ноутбуки и с помощью специальной программы фотографируют свои первые шедевры. Несмотря на юный возраст, школьники довольно ловко справляются с первым заданием. Теперь из получившихся снимков им предстоит сделать слайд-шоу, а для этого необходимо выбрать подходящую музыку. Вот он, метапредметный подход в действии. В одном уроке синтезированы совершенно разные направления – рисование, информатика и даже музыка. Данный урок, вот, который я сейчас показала, это не новый урок в том плане, что большинство своих уроков я стараюсь строить таким образом, чтобы все уроки были между собой связаны. У меня система преподавания Ильконина-Давыдова, и там очень много как раз этому посвящено, чтобы все предметы были взаимосвязаны между собой, чтобы мы понимали, что на уроке чтения нам пригодится и математика, и русский язык, и окружающий мир, чтобы на уроке окружающего мира, например, проходя там темы горизонт или ориентирование, нам нужна математика. То есть все предметы связаны и понятно. Ребенок понимает, зачем он учится читать, писать, считать, независимо от того, в каком направлении у него больше наклонности. Метапредметное обучение применяется не только в начальных классах, но и в средней и в старшей школе. Вот так проходит урок естествознания у семиклассников. Школьники должны с помощью универсальной переносной лаборатории определить, почему листья на одних деревьях желтеют раньше, а на других позже. Для этого они берут пробы почвы, проводят опыты и измерения. Чтобы справиться с таким заданием, школьникам необходимы знания из области физики, химии, биологии и даже математики. Урок пролетает незаметно, как для учеников, так и для самих учителей. Мы проводим сегодня такой необычный урок, вроде бы с одной стороны на территории школы, но это урок, который нам позволяет показать ребятам связь между естественными науками. Вообще такие мы исследования с ними проводим не только здесь в школе, мы с ними выезжаем и на природу, и ребята работают с лабораторией АФС. И мне кажется, что именно через измерение, через исследование, через то, что ребята сами через себя это проносят, они учатся, они понимают, как предметы между собой связаны, и понимают, для чего вообще мы изучаем в школе эти предметы. Отличительная черта таких уроков – наглядность. Ученикам вместо того, чтобы заучивать наизусть скучные формулы и теоремы, предлагается стать своего рода учеными, руководителями собственных проектов. С сентября 2012 года такие увлекательные уроки стали обязательной частью школьной программы. Но сегодня еще не все школы готовы перейти на этот способ обучения. За долгие годы существования российской системы образования технологий и методик, которые применяли в школе, накопилось немало. Но в последние годы все более и более популярным становится так называемое метапредметное обучение. О том, что это такое, узнаем в нашей сегодняшней программе. И с удовольствием представляю гостей в студии. Вера Емельяновна Баклашова, директор образовательных программ Intel в России и СНГ. Ольга Федоровна Брыксина, заведующая кафедрой информационно-коммуникационных технологий в образовании Поволжской государственной социально-гуманитарной академии города Самары. И Елена Владиславовна Орлова, директор средней общеобразовательной школы номер 26 города Москвы. Здравствуйте. 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 Прежде чем мы начнем нашу беседу, давайте все-таки определимся, в чем специфика метапредметного образования. Какая его основная задача? Кто начнет? Прежде всего, все-таки метапредметная составляющая закреплена в федерально-государственных стандартах, которые приняты и уже реализуются в начальной школе, и которые приняты для средней школы. То есть это составляющая трех таких результатов, которые мы должны получить в результате образования: предметный, личностный и метапредметный. То есть это то, что находится сверху того, что дает предметное образование.
Да, можно продолжить. Метапредметное образование – это надпредметное образование. То есть метазнание – это знание о том, как получать знания. И это вызов сегодняшнего времени. Нам мало вооружить ребенка какими-то сведениями, фактами конкретными. Нужно его научить добывать знания. Поэтому задача современной школы определена как перевести ребенка в режим саморазвития. Без освоения способов получения нового знания мы этого сделать не можем. Поэтому речь идет о метапредметном обучении. Как считаете, почему метапредметное обучение сейчас набирает силу? Мне кажется, прежде всего, потому что наш мир все-таки меняется. Это данность эпохи. Я думаю, что я, как представитель компании и информационно-технологического рынка, могу сказать, что технологии меняют нашу жизнь, меняют нас, меняют наших детей, и технологии привносят свою специфику в образовании. И мне кажется, что вот изменения, которые сейчас происходят, они происходят именно благодаря тому, что изобретены новые средства, такие как технологии, да? То есть технологии – это средства, как ручка, тетрадь, учебник, но они настолько новые и многообразны, что вынуждают, тем не менее, систему, общество на это реагировать. И я считаю, что вот в том числе благодаря появлению технологий происходят вот такие серьезные изменения даже в российском образовании. А вот эта система метапредметного обучения за границей имеет распространение? Ну да, безусловно, конечно. Я думаю, что они даже намного нас опережают. Есть какой-то вот зарубежный опыт, на который мы опираемся? Я вот хочу привести пример системы оценки PISA. Да, это международная система оценивания 15-летних школьников тому, как они готовы к включению непосредственно в общественную жизнь. Вот они сегодня закончили, завтра, да? Что может школьник в жизни? И, к сожалению, наша школа показывает далеко не... так скажем, неблагоприятный результат. Первое место занимает Финляндия. И за Финляндией следует ряд других англоязычных стран. Хочу сказать, что это, хотя мы можем разными способами толковать результат, но тем не менее это результат признан многими экономическими системами, которые мы уважаем. Английской, американской, итальянской, французской. Поэтому мне бы хотелось обратить внимание, что все-таки нам нужно следить за этими результатами, нам нужно стараться быть там хотя бы в первой тройке. Действительно, страны, которые вошли в первую пятерку, у них действительно есть опыт проведения таких и занятий, и подходов, потому что прежде всего нужно говорить о том, что метапредметное образование – это все-таки ценностное образование. А ценность заключается в том, что мы говорим о единстве, мы говорим о системности, мы говорим о подходах, которые ведут нас к целостности образования. И в таких странах, о которых вошли в первую пятерку, у них есть отдельный предмет, называемый science, например, да? И они уже по своей сути целостные, то есть холистичные, как принято называть это в образовании. Поэтому, конечно же, эти методики имеются и подходы имеются. Вот опыт посещения в Лондоне ежегодные выставки БЭТ показывает, что они не просто этому учат, да, и не на этапе, не в начале пути, они имеют очень хорошее методическое обеспечение метапредметного обучения. Вот я знакома с английской системой Лену Лот, например, которая позволяет школьнику интегрировать знания и химии, и биологии, физики, проводить исследования с помощью компьютерных моделей. То есть такое комплексное, действительно, метапредметное обучение. Ну вот это вот интегрированное знание, да, интегрированное обучение химии, физики, биологии. Говоря простым языком, что это значит? То, что мы сливаем, совмещаем эти предметы? Или же, наоборот, мы расширяем? Межпредметное знание является компонентом метапредметного обучения. То есть в стандарте так и указано, что метапредметные результаты – это освоенные учащимися междисциплинарные знания, плюс те универсальные учебные действия, которые мы должны сформировать у школьников. А что еще включает в себя метапредметное обучение? Что? Проектная деятельность? Мы начали с того, что все-таки это веяние времени, да, это заказ и жизни нашей, и родителей, и федеральные стандарты под это подстроены. То есть, конечно же, ребенок должен прежде всего уметь обращаться с информацией, он должен уметь ее искать, он должен уметь ее обрабатывать, представлять. Ребенок в современной жизни должен владеть проектными методиками, проблемными методиками, он должен уметь работать в команде, он
Он должен ставить себе цели, достигать эти цели, понимать, что он их достиг, ну и двигаться в своем развитии дальше. То есть это основная ценность такого метапредметного образования – это умение учиться на протяжении всей жизни. А оно вводится с начальной школы или же более старшие дети? Но стандарт закрепляет метапредметные результаты и в начальной школе в том числе. Метапредметные результаты у нас классифицируются на 3 большие группы. Это познавательные, о чем вот сейчас Елена Владиславовна сказала. Это умение работать с информацией, структурировать ее, создавать новые информационные продукты. Это регулятивные, то есть умение ставить цель, выстраивать пути достижения этой цели, контролировать успешность продвижения к этой цели, вести самооценку, взаимооценивание. Это 2-я большая группа. И 3-я группа – это коммуникативные. Вот, собственно говоря, метапредметные результаты в стандарте, которые обозначены, они составляют вот эти 3 большие группы. В данном случае я высказываю не столько свою частную точку зрения, а высказываю мнение научной школы, основоположником которой является член-корреспондент РАО Татьяна Ивановна Шамова, доктор педагогических наук, наш учитель, который еще в 70-е годы не просто обращала внимание на необходимость работы, освоения учащимися, умения учиться, но и предлагала не просто методический рисунок, как в границах учебного предмета эти умения формировать и развивать. Она предлагала пакетное решение, что требуется общешкольный формат этого сложного, системного решения этой системной проблемы, имеющие содержательные, идеологические, содержательные, технологические, квалиметрические аспекты. То есть для чего осваивать эти умения, что представляют собой эти умения, как их осваивать. Еще раз повторяю, не только в границах отдельных учебных предметов, но и тут, несомненно, нужен метапредметный курс, ибо эти универсальные учебные действия формируются не от частного к общему, а иная логика, от общего к частного. Сначала надо рассказать, что такое анализ, и только потом научить ребенка, что такое лингвостилистический анализ текста, морфологический разбор. А вот это все вписывается в традиционную классную урочную систему или же надо полностью все менять? Резко поменять классную урочную систему, наверное, и не нужно, и ни к чему, особенно в начальной школе, где, в общем-то, никаких особых таких кардинальных изменений, наверное, программы не претерпели. Разница, конечно, в позиции учителя. Он должен и уметь обращаться с информацией правильно, он должен владеть технологиями организации работы коллектива в различных ситуациях, в различных наполненности малыми группами, большими группами. Этот человек должен быть сам эрудирован для того, чтобы смочь привлечь достаточно большое количество материала и каким-то образом соединить все те предметы в начальной школе, которые он преподает. А это предметы русский, математика, и на первых порах обучения грамоте, и окружающий мир, и зачастую рисование, и технологии, и так далее. То есть получается, что мы должны, по сути, менять систему обучения наших педагогов современных. Ну, в какой-то степени это. То есть это уже должны быть не узкопредметники, а люди с более широким кругозором. Вы знаете, это на самом деле уже происходит. Мы имеем такой уникальный прецедент, наверное, впервые в истории российского образования, когда на новые федеральные стандарты мы переходим одновременно. Первый класс школы и педагоги, первый курс вуза, педагогических вузов. То есть с прошлого года педагогические вузы также обучают по новым образовательным стандартам. И основные образовательные программы бакалавриата, они предполагают прежде всего вот тоже интерактивные формы обучения, метапредметное обучение. Вузам дали определенную степень свободы. То есть есть базисная часть какая-то основная, да, и есть составляющая вузовский компонент и курс по выбору, куда включаются тоже. И здесь вуз получил определенную свободу формирования основных образовательных программ. То есть в вузах тоже возможно вот это метапредметное обучение? Ну а как подготовить учителя к реализации метапредметного обучения, если
вузы не будут отвечать на требования времени. Это только пока проект, или же уже имеются выпускники, уже нет, идет вот мы работа? с прошлого года ввели, вот я как представитель крупнейшего педагогического вуза по Волжье скажу, что вот с прошлого года мы, выстраивая образовательные программы, стараемся перейти вот к интеграции, к новым формам обучения, включаем активно проектную методику, дистанционное обучение, то, чем должен владеть современный педагог. Вот видите, создана у нас специальная кафедра информационно-коммуникационных технологий в образовании, поскольку без информационных технологий реализовать принципы метапредметности практически невозможно. Так, ну, с молодежью понятно, с молодежью все хорошо. Да. А что делать тем, кто уже работает в школе, кто уже по старым программам обучался? Наверное, Вера нам расскажет. Ну да, я вот хотела сказать, что, наверное, самым общепринятым, да, и классическим методом все-таки вот в метапредметном обучении является проектный метод. Проектная деятельность для российского учителя – это нечто экзотическое. А что это такое вообще проектная деятельность? Проектная деятельность придумана не нами, она придумана американцами в конце 19 столетия, в начале 20 века. Начались активные публикации. Одна из основных публикаций, наверное, вот Ольга Федоровна меня поправит, если я ошибусь, это 1919 год. Это проектная методика, которая вышла уже в некотором оформленном варианте. Да. И с тех пор она активно развивается, и страны англоязычные, как я уже сказала, ее активно используют. И даже приведу такой смешной, наверное, пример. Даже приезжал Джон Дьюи к нам в Россию в 1928 году, разговаривал с Луначарским, с Крупской, и этот метод был применен тогда еще в советской системе образования. И он назывался лабораторно-бригадные группы. То есть таким образом был уже сформирован, да, как была какая-то потребность на эту проектную методику. Проектная деятельность тесно связана с метапредметным обучением. В переводе с древнегреческого слово «мета» означает «стоящее за». Первым, кто применил этот термин, был Аристотель в своем известном труде «Метафизика». Примечательно, но название ввел не сам Аристотель, а его последователь Андроник Родосский. Означал этот термин «учение о началах всего сущего». В России метапредметное обучение было широко распространено еще в 1918 году. Правда, называлось оно методом проектов. Сразу после революции учителя пытались уйти от классической системы образования, которая сложилась в Российской империи. Тогда метапредметное обучение разделялось на ступени. В младшей школе с детьми просто гуляли, беседовали, давали им целостное представление об окружающем мире. На старших ступенях с учениками проводили экскурсии, диспуты и споры. В это время школа, по сути, отказалась от традиционных учебников и заменила их рассыпными, то есть обобщенными. Такие учебники включали в себя несколько учений сразу. После 30-х годов 20-го столетия советская школа вернулась к прежней модели преподавания. В основу ее легло привычное предметное обучение. Но в начале 2000-х годов образование вновь устремило свой взгляд в область синтезированного обучения. Сегодня вопросы, связанные с метапредметным или проектным обучением, становятся все более актуальными. На эту тему проводятся конференции, семинары, обучающие лекции и даже олимпиады. Известно, что первая дистанционная эвристическая олимпиада была именно метапредметной. Если классно-урочная система нацелена на пересаживание знаний из учебника в головы детей, то проектная методика, она все-таки во главе всего ставит ребенка. И здесь идет личностное воспитание. То есть ребенок под руководством педагога, учителя может сам сформулировать себе задачу, дальше его цель ее развить, спланировать, проанализировать, найти информацию. Без учителя это сделать, конечно, он сам не может. Но здесь именно ребенок сам ведет себя самого как бы по некой вот индивидуальной дороге, тропе, и он сам эту траекторию выбирает. Поэтому вот именно
умение держаться траектории, умение проектировать, умение ставить цель, вот как говорила Ольга Федоровна, умение эту цель достигать, самое главное. Вот это и является основой проектной методики. Дальше там могут быть различные формы. Эта форма может быть школьная, это может быть внешкольная, это может быть много разных предметов, это может быть внутри одного предмета. Игровая, наверное, очень разная, да. То есть вот, ну, классический пример, да, девушка шьет платье. Это классический пример проектной методики. Девушка поняла, что ей нужно платье, она его спланировала, она себя обмерила, она нашла ткань, она поняла, что вот именно это платье ей нужно, никакое другое, которое в магазине продается. Поэтому она его сделала для себя, под себя, и она получила результат. Поэтому тут как бы это... Как это? А роль учителя тогда, это как наставник получается? Конечно, она же сама не сможет понять, как вот ей, например, правильно сделать выкройку. Каким образом, что сначала пришивать? Подол к юбке или там рукав к подолу? Да? То есть она должна, тем не менее, освоить некие азы, которые ей будет преподавать учитель, ну или которые ей передаст учитель. Поэтому роль учителя здесь огромна. Ну а вот сами учителя, они готовы меняться? Они готовы принимать вот это новое Ну, вы знаете, веяние? тема такая действительно очень актуальная, потому что действительно, если в культуре общеобразовательного учреждения или каждой конкретной школы есть ценность собственного развития, собственного движения, самообучения, то, конечно, движения происходить будут. И учителя, конечно же, сопротивляются. Это естественная, в общем-то, реакция людей на все то новое и неожиданное, что возникает перед ними. Но когда это правильным образом организовано, и учитель понимает, что без этого, это уже проблема, да, без этого, без собственного движения, без соединения опыта и знаний коллег в продвижении ребенка, без изменения собственной позиции, потому что к чему привык учитель? Все-таки доминировать в классе, да, когда перед тобой сидит 25 человек, и ты властвуешь над классом, это одна позиция. А когда тебе нужно встать, сделать шаг назад и создать такие условия, чтобы начала проявляться эта самая творческая поисковая активность ребят, это отдельное умение и отдельная позиция учителя. И, конечно, движение в этом вопросе, конечно же, происходит. Это нам диктуют федеральные государственные стандарты, а уж дело школы организовать внутри обучение и внутри создать такую среду, чтобы учителя, попадая в нее, не могли уже жить по-другому. И это действительно отдельная задача, очень интересная, очень конструктивная. Проектная деятельность, которая заявлена в образовательных стандартах начальной школы, в том числе и основной школы, и также средней школы, это уже норма в нашем педагогическом коллективе. Не просто проектная деятельность, а развитие культуры исследовательской и проектной деятельности. У нас в школе существует учебный курс «Основы учебного исследования», который дает возможность ученику научиться осуществлять данный вид деятельности в школе, научиться ставить задачи, решать их и получать продукт своего исследования, который будет иметь практическое применение. Данный учебный курс помогает учителю, который является руководителем учебного исследования, проектного исследования ученика, сориентироваться в этом направлении деятельности. То есть, в общем-то, этот учебный курс дает азбучные истины. У нас каждый ученик школы выполняет проект или учебное исследование. И впоследствии лучшие ребята могут представить свои работы на конференции проектных и исследовательских работ учащихся образовательных учреждений России. Думаю глобально, действуя локально. Этой конференции в этом году уже в статусе российской конференции 5 лет будет. И можно с уверенностью на сегодняшний день говорить, что она решает во многом те задачи, которые ставятся образовательными стандартами второго поколения. По опыту Самарского региона. Вы знаете, вот педагоги Самарского региона давно осознали значимость проектной методики. И с 1995 года в базисный учебный план школ Самарской области введен курс «Основы проектной деятельности» с 5 класса.
То есть это курс обязательный для всех школьников Самарской области. Их обучает там модульный курс, то есть набор модулей определяет школу, он представлен в избытке в определенном, от проблемы к цели, как искать информацию, целый ряд модулей связан с информационными технологиями. Потребности региона определили наши обязанности вуза подготовить молодых педагогов к реализации этого курса уже в профессиональной деятельности. И с 5 класса идет обучение проектной методики, потому что дети тоже должны уметь организовать исследования. И вот в классной урочной системе это сделать немножко проблематично, да, ведь нужно научить составлять план исследований. На это часов не заложено изначально. А вот когда есть такой курс «Основы проектной деятельности», наверное, он и помогает, правильно? Совершенно точно. От 6 класса в нагрузку педагога проектная деятельность включается, то есть закрепляется руководитель над группой учеников, и ребята проводят учебные исследования какое-то по определенной проблеме. И там всплывают и межпредметные связи, и новые формы деятельности, да, и организации сотрудничества. Поэтому нужны объективные условия. И когда мы видим результаты этой деятельности детей, когда они сами становятся для себя первооткрывателями знаний, мы понимаем, что это нужно, это требование сегодняшнего времени. Я вот на личный опыт перейду. У меня взрослый сын, он занимается IT-проектами. То есть это та область, которая сегодня в нашей стране, наверное, все-таки западает. Мы подготовили огромную массу потребителей технологий, но у нас практически, да, единично разработчики представлены на рынке технологий. Так вот, первая проблема, с которой они сталкиваются, это научить работать в команде. То есть выпускники наших школ не готовы работать в команде. Тем не менее, мы все наблюдаем, что сегодня редко кто принимает единоличные решения. Да? То есть у нас командный стиль пришел в нашу жизнь вот вместе с лавинообразным ростом вот этих изменений. Поэтому, конечно, объективно учителя готовы к тому, чтобы вот в нашем регионе учиться. Но учиться пришлось вот в начальный период много и, наверное, сложно было психологически для педагога. Рассказать детям о русском языке по-английски – вот современный подход в обучении. Дмитрий Субботин уже более 10 лет работает в одной из московских школ учителем русского языка и литературы. Правда, вести традиционные уроки привычным многим учителям способом ему никогда не нравилось. По мнению Дмитрия, уроки должны быть интересны и познавательны не только для учеников, но и для самих учителей. Так появилась идея авторской лингвистической методики. Вместе с учителем иностранного языка Дмитрий разработал уроки, которые можно вести сразу на 2 языках. В первой части занятия обсуждение ведется на русском, во второй – на английском. Главный герой этого произведения долго думал и придумал научно обоснованные имена для своих детей-близнецов. Yes? 500,000. Yes, right you are. Next one. Why are abbreviations important in English? Yes, yours is in English. It's an English abbreviation. По мнению учителей, такой необычный подход к преподаванию повышает интерес школьников к занятиям, а также развивает нестандартное мышление и гибкость ума. Ну, вот такой урок межпредметного содержания прежде всего позволяет активизировать класс учеников, потому что через взаимопроникновение предметов у детей появляется интерес к обсуждению тех проблем, которые, в частности, мы сегодня затрагивали. А именно аббревиатуры, которые существуют как в русском языке, так и в английском, это польза для языка или, наоборот, они наносят непоправимый вред. Предметные уроки прежде всего созданы для того, чтобы повысить интерес у ребят к предметам и научить их самих добывать знания, а не пользоваться только теми знаниями, которые до них доносит учитель. Присутствие 2 учителей на уроке нисколько не смущает школьников. Получить оценки сразу по 2 предметам, посетив один, такой подход школьников только радует. Совместные уроки позволяют мне узнать намного больше и запомнить намного больше, потому что у меня появляются прямые ассоциации
с какими-то предметами, с английским языком. А так как мне очень нравится английский язык, у меня как-то такая паутинка выстраивается. Это же особый способ обучения. И если мы применим это к другим предметам, то мы сможем усваивать предметы лучше, да еще и быстрее, потому что они же вместе. Других ребят больше всего привлекает игровая форма уроков и возможность работать в команде. На таких уроках именно происходит общение между учениками, потому что наши учителя пресекают попытки разговоров на уроках, и мы не можем прокомментировать ту или иную тему. И благодаря таким открытым урокам я могу делать все, что угодно, дискутировать на ту или иную тему. Это очень познавательно и полезно. И все-таки некоторые ученики предпочтение отдают традиционному методу получения знаний. Совместные уроки, и вообще, я считаю, действительно нужными в образовании, в школе, но не стоит ими все-таки злоупотреблять, потому что традиционного вида преподавания, все-таки лично мне приятнее. Сегодня учителя все больше внимания уделяют разработке собственных, авторских методик обучения. Математика изучается через танцы, литература через искусство, экология на уроках информатики. Но какой бы ни была методика, традиционная или авторская, главное, чтобы учитель сумел воспитать в ребенке интерес к учебе и стремление к получению знаний. Я знаю, что в некоторых школах математику учат на литературных текстах. И такое тоже бывает. Это вообще возможно? Это работает? Я не могу не привести пример замечательного проекта прошлого года под названием «Гений места», когда в одном месте в Пушкиногорье собрались совершенно 3 разных, не знающих друг друга до этого момента очно школ. Там вот в Пушкиногорье все предметы, которые можно было использовать для создания этой замечательной игры. И литература, самый замечательный, красивый контекст, который там был использован, и информационные технологии. Геометрия Петровского парка. Геометрия Петровского парка, и экология, и биологические исследования, история, и МХК в какой-то степени. Да? Но что только нам не удалось туда привлечь, а самое главное, увлечь этим учителей, которые с восторгом готовили задания, исполняли их, потом совместно это обсуждали. Ну вот мы, готовясь к сегодняшней программе, вышли на улицу, наша съемочная группа вышла на улицу, и нам просто было интересно, люди вообще, наше население в курсе, что такое метапредметное обучение. Только в переводе знаем. Да, задавали им вопрос, знаете, что такое? Не знаем. Слышали? Слышали. Но что такое, не знаем. Давайте попробуем вот объяснить более, может быть, простыми словами. Вот если, например, родитель привел ребенка в школу, ему говорят, в нашей школе практикуется метапредметное обучение. Он должен радоваться. Он должен радоваться? Конечно. А что под этим подразумевается? Все-таки, Анна, здесь это обучение деятельности. Вот то, что страдает в нашей школе. Да? Мы все великие теоретики, выходим после 11 класса. Но, как опять же говорит исследование ПИЗа, наши дети очень мало приспособлены решать практические задачи. Это очень сильно западает. Это не секрет. Это и Министерство образования признает совершенно открыто, что наши школьники не умеют применять их полученные знания на практике. В связи с этим новые стандарты регулируют деятельностный подход. То есть человек должен уметь что-то делать руками, мозгами, но делать, сам уметь. И вот как раз, мне кажется, метапредметное обучение, оно призвано прежде всего это стимулировать деятельность. А классическое это образование не страдает при этом? Наши дети все-таки будут знать биологию, химию, русский язык, литературу, как знать? Вот тут можно поспорить. Вот, например, на улице, да, в этом году у нас очень много ос на улице. Вот гуляют мама с ребятами на детской площадке. Мама ужалила оса. Мама говорит детям: дети, собираемся, побежали, сейчас там будем жало вынимать из руки. Мама ей, девочка 11 лет, маме говорит: мама, оса не оставляет жало. Вот это, я считаю, классический пример того, что ребенок в практической жизни применил свое знание. Это просто 5 баллов результат. Мама не знает, мама, вероятно, забыла, да, но она готова была сорваться, там что-то делать. Девочка совершенно критически оценила ситуацию, она сделала свой комментарий, она применила знания.
Вот к этому нам нужно стремиться. Задача школы — создать такие ситуации, да, они же сами не родятся вот так вот, да, это хорошо на площадке педагога. Задача школы — это искусство педагога. И искусство педагога, с одной стороны, а с другой стороны, это, опять же, должно быть вплетено в ткань работы школы, да, создать много таких условий, в которые ребенок, попадая, должен использовать все знания, которые он приобретает на протяжении всего времени обучения. Вот и тоже не могу не привести опыт. У нас замечательную игру мы проводим с ребятами в Нескучном саду, и там вот эта самая метапредметность и межпредметность, когда им нужно решать квестовые задания, когда они вдруг сталкиваются с вопросом по истории, ребенок останавливается и говорит: я же Ольге Васильевне, это учитель истории, я бы Ольге Васильевне это на уроке бы ответил, я сейчас не помню. И вот пока он выходит из этого ступора, да, и то же самое с математикой, то же самое с биологией. Чем больше таких возможностей, не случайно одна из замечательных сейчас направлений обучения вне стен классной комнаты, это не значит, что мы выходим из школы, да, это идеальная ситуация, замечательная, когда мы можем на природе где-то с ребятами взаимодействовать. Это выход за пределы класса, да, за пределы классной комнаты, но внутри школы, когда есть дополнительное образование, когда оно соединяется вместе с предметами, кружки, факультативы, студии всевозможные, да просто люди, которые входят в школу для того, чтобы заниматься вот этой самой метапредметностью. Поэтому та школа говорит, что мы практикуем, за этим стоит колоссальное количество умных людей, которые на эту тему не просто думают, а создают условия деятельностные, когда ребята действительно получают потрясающий опыт взаимодействия не только со взрослыми людьми, не только с самим собой, но и с той деятельностью, в которой они должны принимать решения и быстро ориентироваться. Я дополню. Вот мне очень нравится название проекта у Елены Владиславовны. Не окружающий мир, вот как в школе предмет называется, а обучающий мир. Знаете, вот именно вот в этом контексте и хочется продолжить. Когда вот я работаю с выпускниками школ, первокурсниками, задаю вопрос: сколько вы предметов изучали в школе? Они начинают там 12, 13. Они не понимают, что они изучают один предмет, окружающий нас мир, но с разных его сторон. То же самое, второй вариант интервьюирования такого. Ребят, чему вас учили в школе? Физики, химии, математики. Никто не говорит, что нас учили думать, размышлять, планировать свою деятельность, да, проводить исследования. Что мешает учителю? Проблемы. Да, ставить проблемы. Что мешает учителю зайти в класс и сказать: ребята, вот сегодня цель нашего урока – научиться проводить аналогии, параллели. А мы будем изучать произведения там Евгения Онегина. Понимаете, да? Те метапредметные результаты, о которых мы с вами говорим, они, собственно говоря, являются также предметом обучения. Поэтому учитель должен открыто говорить, что он учит сравнивать, что он учит проводить исследования, ставить проблемы и так далее. Здесь это, может быть, он это и делает. И многие это делают, конечно, но дети этого не осознают. Они не в состоянии в силу своих возрастных особенностей осознать, чему их учат. Поэтому с ними надо говорить по-взрослому. А это не расслабляет детей, вот такая система обучения? Потому что все ли дети могут так обучаться? Я, например, вспоминаю свои школьные годы. Вот у нас была очень строгая учительница по истории. И все знали историю. И все знали историю, потому что все фактически зубрили учебник от сих до сих. Ну, я не могу, конечно, сказать, да, что был интерес, боялись двойки. Вот преломляя эту, ну, как бы вот этот пример к жизни, да, то есть человек, чему он научился, когда он боялся двойки? Именно вот в своем поведенческом плане, да, то есть он что, в жизни будет всегда чего-то должен бояться, чтобы достигнуть результата? Ну, скорее всего, да, скорее, да, и таких очень много. Что тогда, значит, его он приходит, боится. Преследовать какой-то, не знаю, страх, что ли, это хорошо? Да. И вы знаете, приходится, вот когда работаешь с первокурсниками, сначала их начинаешь учить чему? Уважать себя, ценить себя, но каждому говорит, что он уникальный, нужно раскрыться, понимаете? А они этого не умеют делать. Вот те дети, которые этому в школе обучены, да, они сразу выделяются. С ними приятно работать, они активны. И есть те, которые боялись. Кстати, это обращение, если нас смотрят родители, они тоже должны как-то стараться раскрыть все грани своего ребенка. И включаться с ним, наверное, в какие-то проекты. Сегодня семейная педагогика у нас тоже в забвении.
Но надо сказать, что очень многие проекты, да, и даже вот такие вот игры без родителей просто не обойтись, потому что в обязательном порядке ребята обращаются к родителям не просто там наблюдать, да, а есть такие вещи, которые им самостоятельно сделать невозможно, поэтому без родителей, конечно, это самая метапредметность, она, как обычно, будет однобокой. А изменилась как-то система оценивания знаний учащихся в связи с введением подобного обучения? Ну, конечно, она изменилась. Требования, во-первых. Да, во-первых, прописаны требования в федеральном государственном стандарте. Во-вторых, появились возможности у школы самой определять меру того, что она формирует, а эта мера будет зависеть от того, какие педагоги, какой интеллектуальный запас они вкладывают в обучение. И когда прописываешь четко те результаты, к которым идешь, и достигаешь их, отсюда, в общем, появляются возможности такого, самостоятельного продвижения в этом вопросе с одной стороны, а с другой стороны контроля того, как ты соответствуешь федеральным государственным стандартам. Появляется большая возможность, и что самое главное, что нам очень нравится во всем этом, что учитель никогда раньше не задумывался, к чему же он все-таки ведет ребенка. Мы тоже много интервьюируем учителей своих собственных школ и других, и работаем с ними. И есть программа, да, есть программа, вот я по ней работаю. Но когда ты ставишь цели и учитель приучается на каждом уроке очень четко оценивать свою собственную деятельность. Вот я поставил результат, как я пойму, что я его достиг. Вот таким-то образом. И когда из этого складывается система, и когда есть действительно результат, не просто подготовка к ЕГЭ, да, это маленькая составляющая, которая лежит там где-то маленьким, хотя сейчас мы понимаем, что это немаловажная составляющая, но все равно школа всегда смотрит и будет смотреть шире на этот вопрос. То есть не только предметно, как он у меня готов, да, насколько я его обучил, но и как он участвует в тех возможностях, которые предоставляет школа, в деятельностных составляющих, как он себя проявляет, как это оценить. Огромное количество видеоматериалов имеет школа по каждому ученику, потому что нам очень важно прослеживать эти самые изменения. Создаются портфолио учащихся, да, и опять же это не баллы, это не оценочная вещь, а это именно те материалы, то движение, которое происходит с ребенком в каждый момент его жизни в школе вместе с педагогами, вместе с родителями. Вот мы предлагаем внутри нашей программы, например, тему формирующего оценивания. Да? То есть это тоже продукт американских технологий на предмет проектной деятельности. Да? То есть как оценить проектную деятельность. А вот как действительно оценить проектную деятельность? Вот. Возвращаясь к пресловутой двойке по истории, да? Изучил тему, встал, задали тебе вопрос, не ответил, садись 2. А за проект тоже это прежде всего у проекта есть конкретный результат, который должен быть получен, и еще различные результаты, которые могут к этому отнестись. Но в промежутке учитель, наблюдая за ребенком, он имеет возможность оценить это развитие этого ребенка относительно самого себя. То есть не то, что ты абсолютно, да, знаешь, сумел решить все задания части Б в ЕГЭ, да, у тебя абсолютный результат, 100 баллов. Ты начал с 70 баллов готовиться к этому результату, с 60, с 50 или с 30, да, и насколько ты сумел подняться сам относительно себя. Это динамика, на мой взгляд, очень важна. Как ребенок, с какой скоростью, да, и как он может развиваться в своей собственной траектории. Мне кажется, что когда у нас есть некая шкала формирующего оценивания, да, то есть как формируются у ребенка эти навыки, и как он действительно способен от неумения связать два предложения к умению рассказать связанный текст, он сам себя преодолел. Значит, он большой молодец. Даже если он не достиг верхушки или вершины, но он все равно большой молодец, он смог это сделать. И представляете, какой уровень партнерства здесь должен быть учителя и ученика? Насколько тонко учитель должен понимать, что происходит и как он ведет ребенка. Я бы хотела, чтобы мы разнесли два понятия – оценка и отметка. Да, понимаете, да? Вы говорите об оценке синоним отметок. 5, 4, 3, да, 2, выставление 1 балл. У нас это называется итоговым оцениванием. И в этом случае оцениваются предметные результаты. Понимаете, знает ли он определения какие-то, умеет ли применять формулы и так далее. Сейчас с введением федеральных образовательных стандартов мы оценивать должны не только предметные результаты, но и те метапредметные, которые являются сегодня предметом нашего обсуждения. Первые классы, и наверное, Елена Завна скажет подробнее, пишут комплексные работы. И оценка выставляется не только за счет, навыки счета, но и правильно
правильно ли он классифицировал элементы на множество, построил ли он верно алгоритм деятельности, понимаете? А это не совсем предметные результаты, это способы деятельности, это какие-то познавательные универсальные учебные действия, понимаете, да? То есть и в связи с этим возникла необходимость в новых инструментах оценивания как процесса. Понимаете, да? Оценивание – это процесс. И вот мы, опять же, обратились к технологиям формирующего оценивания. Почему? Владея ими, учитель начинает с выявления потребностей школьника. Понимаете, это первая стратегия. Какие у него образовательные цели, как он это достигает. Дальше мониторинг, прогресс ученика. Есть свои инструменты. Есть инструменты организации рефлексивной деятельности школьников, взаимооценивания и так далее. То есть мы на оценивание смотрим шире. Но в отметку входят и метапредметные уже результаты тоже. Елена Владиславовна, тогда поподробнее нам расскажите, что это за комплексные работы. Да. Сейчас для первого класса работа, она такая очень диагностичная, как для ребенка, который научен определенным способом действия, да, так и для учителя, который этим способом действия учил. Это по итогу, например, по итогу первого класса или... Да, по итогу первого класса. Если раньше работа была просто, вот нужно было прорешать там примеры, задачу, да, и решить задачу, этого было достаточно, то теперь нужно, во-первых, выбрать, классифицировать, ответить правильно на вопрос, решить ту же самую задачу, которая, в общем-то, не классическая задача, которая есть в учебнике, может быть, даже не доведя ее до ответа, показать способ решения. И это действительно диагностично для детей-то, конечно, но для меня, как для руководителя, диагностично с точки зрения учителя. Насколько он четко и последовательно вел линию в обучении как предметном, так метапредметном, но и личностном тоже, потому что решить такую работу, не испугаться от начала и до конца, выполнить ее. И мы очень надеемся, что все-таки вузовское образование как раз сейчас движется в сторону обучения выпускников вузов именно этим самым технологиям. Технологии построения урока и оценки своей деятельности на уроке, что немаловажно, потому что именно в урок должны включаться, это основная наша, в общем-то, деятельность, в урок должны включаться и метапредметные, и предметные возможности. Это и организация групповой работы на уроке, это и организация межгрупповой работы на уроке, это и отслеживание динамики продвижения каждого настроения ребенка на уроке, ну и так далее, и так далее. То есть тут и психология, и технологии, которые, в общем-то, такие деятельностные, они должны соединяться и давать тот результат, тот эффект, которого мы ждем от учителя. Ну, к сожалению, время нашей программы потихоньку уже подходит к концу. И прежде чем попрощаемся, какие рекомендации вы можете дать учителям, которые хотят перейти вот на метод метапредметного обучения? Для того, чтобы учителя двигались в этом вопросе, конечно же, прежде всего, это внутренняя позиция и поиск возможностей обучения этому. Второе – это поиск сообщества, в котором можно было бы много разговаривать с людьми своего уровня, да, там, начального, среднего, продвинутого, пользоваться опытом, потому что эти сообщества открытые, материалы всегда можно пользоваться с большим удовольствием и с применением. Ну и третье, опять же, я как руководитель, это совет школам думать о этой самой ценности постоянного образования в течение жизни. А для этого замечательно можно организовывать внутреннее обучение внутри школ, когда учитель не уходит куда-то вовне, а здесь же для тех целей и задач, которые ставят перед собой в программе развития школы, обучаться и сразу это использовать в жизни и увидеть результат. Ольга Федоровна. Во-первых, я считаю, что каждый учитель должен задуматься о своей миссии профессиональной. Эта профессия не может быть без души. И прежде всего он должен